Патруль радио Ростова. На улицах города. Дежурный экипаж. Анастасия Шевцова. Слушай прямо сейчас. Главой города и по совместительству председателем Гордумы в Ростове стала Зинаида Нейрохина. Кандидатуру утвердили сегодня. Нейрохину поддержали все 33 депутата единогласно. Эксперт Центра региональных социально-экономических исследований Александр Джадов рассказал радио Ростова, что это значит для города. Как минимум останется политическая стабильность в городе. Нам не предстоит, я думаю, переживать какой-то кризис городской власти или кризис, связанный с взаимоотношениями города или области. Зинаида Нейрохина действительно очень сильный и весомый политик не только городского, но и областного уровня, с которым есть диалог, естественно, и у экс-мэра Чернышова, и у нынешнего областного руководства. Для справки. Зинаида Васильевна Нейрохина родилась в 1951 году в селе Родники Ставропольского края. По своей специальности, учитель математики, проработала более 10 лет. В 90-х была депутатом Ленинского районного совета народных депутатов. Избиралась в Ростовскую гордуму с начала ее работы. В Думе 4 и 5 созыва занимала пост председателя. Кроме того, она работала в должности заместителя мэра Ростова по местному самоуправлению. Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов считает, вектор развития Ростова останется прежним. Ведь согласно новому законодательству, глава города берет на себя полномочия и председателя муниципального парламента, а эту должность Нейрохина занимает уже давно. Намного важнее для ростовчан станет избрание сити-менеджера. Имена вероятных кандидатов на ответственный пост пока не называются, хотя в кулуарах активно обсуждается только одна фамилия. Должность прочит вице-губернатору области Сергею Горбаню. По словам политолога Сергея Смирнова, если такое решение будет принято, соперничество между главой города и главой администрации удастся избежать. Сомневаюсь, что в дальнейшем будет какое-то такое, знаете, мелкое соперничество, так сказать, по каким-то отдельным вопросам между Нейрохиной как представительницей старой городской власти и Горбанем как представителем новой волны в городском управлении. Это будет, скорее всего, так сказать, некий договор о разделе сфер влияния, разделе полномочий. Ну и потом надо посмотреть, что будет в 2015 году. В 2015 году точно поменяется городская дума и, соответственно, будут основания для того, чтобы заново избирать главу города. Имя сити-менеджера станет известно в начале ноября. Сейчас уже определен состав конкурсной комиссии. Половину ее участников назначил глава Ростовской области Василий Голубев. Это заместитель губернатора Александр Ищенко и 4 министра – образования, здравоохранения, ЖКХ и промышленности. Своих представителей, их также 5, назначили органы местного самоуправления. Для справки. Стать претендентами на должность сити-менеджера могут представители областного правительства и заместители главы администрации. Максимальное число кандидатов – 5. Кроме того, поучаствовать в конкурсе может вообще любой гражданин, удовлетворяющий его требованиям. Старше 35 лет, с навыками и стажем управленческой и руководящей работы со знанием Конституции, Устава города и других нормативных актов. Напомним, Ростов остался без градоначальника 7 октября, когда Михаил Чернышов добровольно сложил в себя полномочия мэра и стал заместителем губернатора. С этого момента руководить городом будут 2 человека. Функции мэра поделят глава города, этот пост сегодня заняла Зинаида Нейрохина, и глава администрации муниципалитета, он же сити-менеджер, работающий по контракту управленец, решающий все экономические, финансовые и хозяйственные вопросы. Его экспертная комиссия выберет 30 октября. Над материалом работали Анастасия Шевцова, Денис Малышев и Виктор Ярошенко. Патруль радио Ростова. На улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии 220 0220.